наверное, надо говорить о том, что в природе вообще существует два вида животноводства. Это один вид животноводства – это пастбищное животноводство, центром которого является Монголия. А к Монголии относимся мы, буряты, якуты, тувинцы, киргизы, казахи и так далее, так далее. Алтайцы. Вот. Это пастбищное животноводство. И второй вид животноводства есть – стойловое животноводство. Стойловое животноводство центром является Англия. Вот два вида животноводства, по большому счету, вот они развиваются. Они как бы идут параллельно. Они предназначены каждый для своего региона, для своего климата, для своей природы, ландшафта. И они дают в этих местах максимальную прибыль, доход, отдачу. Вот. А в советское время из-за этого вот, пастбищные животные, они должны быть очень темпераментные. Очень темпераментные, потому что им ходить надо, как волки, их кормят ноги. И они должны быть очень сильный материнский инстинкт. Они должны выхаживать своих телят, ягнят и так далее, жеребят и так далее, приплод свой. И они по размеру должны быть маленькие, небольшие. Почему? Потому что это маленький организм быстрее наполнить нужными микро-макроэлементами жир и так далее, чтобы они зимовали нормально. А стойловые животные, наоборот, они должны быть флегматичные, спокойные, уравновешенные, никуда ничего не стремиться, стоять и стоять, тупо стоять. И выгодно людям, чтобы эти животные были больших размеров. Одна голова, она большая. Почему? Потому что много голов на маленькой территории это невозможно. Поэтому люди пошли по тому пути, что эти стойловые животные должны быть большие, флегматичные, и им безразлично их приплод. Родили, и все, даже они не повернутся. Потому что они знают, что у него есть хозяин, все это уберет, приберет, накормит, напоит, погладит и все что угодно сделает. Так же, да? Вот такое, два вида животноводства есть. И в советское время наши начальники, руководители наши того времени, это партийные лидеры, это ездит же туда-сюда, по заграницам, и видит больших, крупных таких животных, быков, там, коров, свиней, там, овец, лошадей. Думают, какие они большие, красивые. Вымя, как ведро вымя. Молока бетон дает, мясо целый амбар дает. Вот этим надо заниматься. Губы раскатывает. И говорит, вот вы безграмотные, тупые туземцы, занялись бог знает чем. Вот культурным животноводством надо заниматься. А это без культурных животных надо, на мясокомбинат. И вот такая работа пошла. Сверху, под указом партии и правительства, как говорили в свое время, мои молодые годы. И все, некоторые, конечно, сопротивлялись. Кто сопротивлялся, ты что, против линии партии и правительства? Ну-ка, никаких. Если будешь вякать, партийный билет на стол, и сам с работы вылетай. Вот так было. И таким образом, ликвидируя всех этих пастбищных животных, завезли вот этих больших стойловых животных. И сказали, вот мы сейчас зальем всю республику молоком и завалим всю республику мясом. Это началось особенно интенсивно во время Хрущева, после смерти Сталина.
50-х годах. И до сих пор они не залили, не напоили, не завалили, не накормили. Понимаете? До сих пор. До сих пор. Как мы свой скот ликвидировали, стали завозить молоко со стороны, так и завозим. Еще больше стали завозить. Мясо стали вот со стороны завозить, еще больше стали завозить. Еще плюс завозить стали вообще с Америки. Потому что мы не тем скотом занимаемся, не тем животноводством. Понимаете? Не тем. Совершенно не тем. Вот. Мы должны заниматься здесь пастбищным животноводством. Потому что это так, таков наш климат, таков наш ландшафт. Вот. Из-за этого такой наш менталитет местных людей. Из-за этого мы должны заниматься именно пастбищным животноводством. Любое другое животноводство здесь не пойдет. Вот это мы должны понять. Вот истории мы искали, и большое спасибо надо сказать исендинцам. Это Яравнинский район. Только у Исенга, исендинские буряты, настоящие буряты. Это вообще надо им молиться на них каждый день. Вот вставать и молиться. О, вот исендинцы молодцы. Вот. Они сохранили бурятских лошадей. Они сохранили. Там было костяк 700 голов бурятских, истинно бурятских лошадей. Как-то они остались. Сознательно, несознательно, но только в Бурятии там остались. И оттуда впервые там Бурятия как бы была животноводческая республика, а своей породы не было животных. Вот сельхозный институт есть, то-то сюда, бурнис есть, бойцы есть, там куча ученых, животноводы, специалисты, а своей породы не было. Ни по одному виду. Вот впервые благодаря исендинцев появилась порода лошадей бурятская. Вот, порода. Вот. Там мы нашли этих бурятских лошадей. Потом большое спасибо надо сказать атинцам. Там один, я сейчас запамятовал, председатель колхоза, Саянского колхоза был в Ате. Он орденоносец был, Ленин орден имел. И когда начали там ликвидировать вот, во времена Хрущева этих сарлыков, всех на мясокомбинат. Мяса нету, ничего нету, молока нету, только одних никакой пользы нет. Всех на мясокомбинат. И всех на мясокомбинат на мясо отправили. Всех. По закарме ни одного не было. Тунка, там джида немного было. Все. И там в Ате Саянский колхоз, вот этот председатель, ничего подобного, я не дам. Все. И он сохранил. Вот. Сарлык – это один из 5. Она входит в крупный рогатый скот. Он сохранил. И потом она постепенно, помаленьку распространяется. Потом снова закармье появился. Ну и даже в Яравне сейчас есть несколько голов сарлыков. Овец мы нашли в Китае у шанхайских бурятов. Мы везде все прошли. Всю Монголию прошли. Не было овец. Мы там нашли. И оттуда мы привезли 550 голов в 1992 году. И на этой основе вот, стали сначала восстанавливать генофонд. А коров мы искали, думаю, нету. Все, потеряли. Но у барако-монголов в Китае около 50, но максимум 100 голов мы нашли коров. Взяли кровь оттуда. Ну, сначала визуально же смотришь, не бурятские, не бурятские. Ну, генотип, это фенотип называется, по фенотипу. Вот мы кровь взяли, тайком привезли, увезли в Москву. Там есть институт общей генетики имени Вавилова. Не очень хорошие люди. Они в этом деле
самые большие специалисты у нас в России. И они быстренько сделали ДНК-анализ и сказали, да, это действительно бурятские коровы. Это не китайские, не монгольские, никакие, именно бурятские. Но оттуда мы не смогли вывести. Наше государство не дает разрешения. Китайцы, пожалуйста, там, китайцы молодцы. Никаких, мы, говорит, сами увезем, привезем, куда надо, и выгрузим, говорит. И мы нашли в Монголии, Хубсугуле, 200 голов нашли в таком месте. И тоже оттуда взяли кровь, тоже всяко разное привезли в Москву, и там сделали анализ, тоже подтвердили. Это именно бурятские коровы, именно бурятские коровы, не какие-нибудь другие. Это по ДНК. Но по-другому это 100% бурятские. Вот сейчас умники говорят, вот, бурятские это или не бурятские, Бог его знает, и 5-10, что за корова. Я еще вот перед Богом говорю. Вот. Именно бурятские, потому что они определены анализом ДНК. Вдоль бурятской границы и Читинской области я всех бурятов объехал, буквально всех объехал. Я туда не мог добраться, потому что очень сложно туда добраться. Там нету нигде. Все смешанные. Бурятские есть, даже больше 50% крови бурятские, но смешаны с монгольскими коровами. Вот. Поэтому за технией, конечно, третье поколение, может четвертое, тем более считается уже чистокровной. А в генетике так не считается. Если хоть капля крови есть, это значит нечистая. Она сохранилась там, потому что с нашей стороны граница. Наши тунтинские, закаменские буряты туда на лето уходили. И в 20-е годы ушли, границу закрыли, они там остались. Очень большая трагедия была. Там муж с некоторыми детьми там остались, мать, жена с детьми здесь остались. И так на всю жизнь разделились. Очень большая трагедия была. Но плюс этой трагедии, то, что со скотом ушли, там остались, и сюда нельзя вернуться, границы мешают. А туда, в Монголии, нельзя, потому что там Гольцы горы, бесполезно там. Вот туда добраться я 100 километров верхом на лошади, еще около 3-5 километров пешком ходил, чтобы добраться туда. И мы вот такой подарок судьбы, подарок Богу мы должны любой ценой, вот это, который мы 90 сколько голов сюда привезли, мы должны любой ценой их сохранить и приумножить. И приумножить, еще раз говорю, не просто так механически приумножить, вот, довести до 1000 голов и все. А каждая голова от этих коров должна быть отличаться друг от друга и должна быть однородной и стабильно передавать вот это очень большая задача. Вот над этим мы сейчас, генетики, селекционеры, работаем. 2 года тому назад вот Булат Бастуевич пришел, вот давай бурятскими породами займемся этих крыс. Вот мы с Тунки в то время как раз завезли с Монголии эту породу. Я на своих КАМАЗах вывез коров сюда. Ну, значит, в первое время говорили, что помощь будем оказывать, поддержим, деньги там, помогать будем деньгами на разведение, то все. Но в конечном итоге, вот в то время был Наговицын, вот, а нас вызывал как раз Егоров, это там председатель был. Все, мы поможем. А в конечном счете нам никто ни рубля нам не дал. Но единственное, мы коров, когда закупали, нам 90% компенсировали. А потом уже все, что-то уже никому нет дела, ни сельского хозяйства, ни правительству. Все как-то на второй план отошло. Но мы темпы не сбавляли. Бастуевич постоянно ездит, смотрит этих коров, наблюдает. Но мы вроде разводим, темпы не стоят, у нас также все держится. Но вот в этом году вот у нас ИО главы новый пришел.
Вот он совещание собирал, мы ездили, но он уже ощутимо сказал, что в этом году хотя бы на содержание вот этого скота мы поможем, деньги выделим. Вот этих коров вообще аборигенных вывозил, я в Самаре в то время попросил, у меня машину нанимал, я отправлял КАМАЗ, в Монголию мой КАМАЗ вывозил Тунку, Тунки они карантин прошли, держали, а потом уже там, когда отказались, вот мы когда решили брать, вот решили опять, и мне пришлось Тунки сюда привезти. Мы первый год мы привезли уже ближе к осени, вот, к концу лета. Но состояние, не сказать, что там сильно упитаны были, ну, такие средние было. Но первый год мы, правда, немножко подкармливали, чтобы они упитанность не потеряли. Вот так чуть-чуть кормили. Но вот эти годы мы вообще их и не кормили. Они все сами пасутся. Но говорят, что телята маленькие рождаются, вот они маленькие породы, ну, пока об этом сказать тяжело, конечно, но телята и действительно там при рождении маленькие, но они потом подрастают, они быстро догоняют вес. Они неприхотливые. Мы, например, казахов держим, мы всю зиму, утром, вечером мы постоянно кормим сеном. Даем концентраты, дробленку берем, там комбикорм, их подкармливаем, чтобы упитанно держать. А вот эта бурятская корова, мы вообще ничего не даем, никаких концентратов. Вот сильно, когда морозы были, мы немножко сена давали, ну там буквально недели две, может. А так мы их не кормим, они сами утром выгнали, все, они пошли пастись. Они вот это у нас видели, когда ездили, вот немного горы, то все, до сопки. И они прекрасно ходят по сопкам, по горам, пасутся, вообще идеально. Она и мясная, и молочная получает, потому что молоко у них очень жирное молоко. Вот у меня пастухи, я, правда, в большом объеме их не доил, но у меня скотники для себя доят молоко, для себя сметана прогоняет, но говорят, что молоко очень жирное. Ну, мы привезли, когда, конечно, тоже ажиотаж был, ветеринары приехали, там кровь брали, то все, ну, коровы немножко адаптировались, но они, я вам скажу, с первых дней мы как привезли, карантин все прошли, выгнали на пастбище, они вообще прекрасно пасутся, а так кучкой держатся они, ну, таких сильно особенностей, ну, пастбищные животные еще они, не то, что наши, которые стоиловые. Их надо кормить, а бурятскую корову, считаю, можно зиму вообще не кормить. Они могут, если пастух, если хороший, если скотники хорошие, они могут всю зиму, лето пропастись. Они нагул хорошо берут. А у меня работают шенхенские буряты, они у меня пасут баран. Вот они у меня пасут баран, я зимой ни грамма сена баранам не даю. Хотя я раньше баран держал, у меня вот эти джигинские пастухи были, я всю зиму кормил их сеном. Сено, зеленку, всю зиму. Вот их подкармливаю. Все время даешь, это сколько денег на корма тратится. А вот шенхенские буряты, они всю жизнь скотом занимались, они, видите, более ответственно относятся. Они утром рано выгоняют, вечером допоздна пасутся. И они знают, где пасти. Они, например, один месяц в одном месте, месяц прошел, я трактор отправляю с людьми, они раз, это вагончик подцепили, я вагончик построил на тележке, брусовой домик поставил. Вот они с этим вагончиком каждый месяц вот так кочуют, ездят. И им света ничего не надо, там телевизор, такого ничего. Им увез генератор, например, вечером свет включили, а так вот они все сами варят, сами все готовят. Зимой они, когда живут, я им на тракторе увезу, лед надолблю, увез. Они там чай, суп варить, чтобы лед увезу. А бараны круглый год здесь сено. Это круглую зиму сено, это снег едят. Вообще их поить не надо. В принципе, аборигенный скот также должен пастись. Но просто у нас люди, видите, отвыкли, уже современные люди пошли. Поздно встают, их каждый раз надо приходить проверять, чтобы раньше выгнали. А шенхенские буряты, не надо их проверять. Они в 5 часов утра встали, выгнали. И к ним вечером приезжаешь, чуть потемнело, в 9-10 приезжаешь, вот зимой в 8-9 часу приезжаешь, они уже спят. Зато встают 5 часов. А у нас они что, до 2 до 3 телевизор посмотрят, потом встают в 8-9. Ну, конечно, где они на гул возьмут скот? А когда, если ответственно относятся, они, если пасут, знают пастбищ, например, вот сейчас шенхенские приехали, именно баран надо загнать вот сейчас на мандир, где мандир есть. Мы съездили, посмотрели там на поле, где мандир есть, мы туда загнали, вот 20 дней он пропас,
Теперь, говорит, все, хватит. И все, они вышли сейчас на луга. Вот они знают. Вот таких людей, если действительно на бурятском порогу, я вот сейчас семью одну хочу привезти, шанхайских, поставить именно на аборигенный скот. Вот тогда будет вообще идеально. Они и вес будут набирать, и коровы расти будут. Я думаю, нормально будет. Именно таких людей надо. Так, мы привезли 93 головы. Из них 15 быков было. Там одну корову задрали, волки. У нас здесь 2 коров задрали. Но остальной приплод у нас все в целом. Мы первый год получили 40. Сколько мы получили? 46? А, 51. 51 мы приплод получили. И в этом году мы получили 71, но еще корова будет телиться. Да. И мы уже получили один приплод, который у нас, первый приплод, который был у нас, мы держим их, правда, не отдельно, вот с казахами держим, вот буквально позавчера отелилось. А теленок, говорит, нормально, все. Они первый теленок такие маленькие рождаются, они потом быстрые, крепкие они. Маленькие-маленькие, а за матерью бегают, вообще пасутся. Планы на будущее, мы расширяемся, мы по КРСу тоже маточи поголовье каждый год наращиваем. Также вот по аборигенному скоту хотелось бы, чтобы каждый год там, если мы сейчас будем расширяться, каждый год хотя бы по гурту наращивать этот темп. Я казахов начинал 200 голов, но у меня сейчас уже около 2000 голов, да, 1800. И я думаю, если по бурятской породе, если нам помощь окажут, деньгами если поддержат, Булат Бастуевич, что, я думаю, здоровья хватит. И я думаю, мы быстрыми темпами должны развиться. Единственное, вот у меня проблема в работниках. Вот шанхайских бурят, чтобы завести, надо квоту. Вот я, когда Ациденов был, мой исполняющий министр этого главы, когда были, я вот ему вопрос этот задал. Проблема с квотами шанхайских завести, квоту не дают. Но, правда, его главы сразу среагировал, провели совещание в этом центре занятости, вот я ездил туда. Но вопрос, в принципе, решается, и к нам миграционную службу уже с пониманием отнеслись, сказали, что на будущий год, если что, там хотя бы в году там 3-4 квоты давали бы, мы семью завозили, тогда бы действительно у нас скот вообще бы был бы полностью пастбищный, хорошо бы развивался. Мой день проходит ненормированно. Утром встаю, и все, владение проезжаешь. Каждый день надо ездить. Один день, например, не приехал, все, какие-то эти, ну, бывает, но у меня здесь у меня управляющий, у меня в Ивановке управляющий, везде управляющий, у меня тут 2 управляющих, они смотрят, но все равно контролировать надо ездить. Бывает, я в Улан-Удэ, вот то техника сломается, то совещание, в Улан-Удэ езжу. Ну, в принципе, я бы не сказал, что все распускается, но люди держатся нормально. У нас текучесть кадров сильно нет, у нас одни и те же работники. Мы постоянно новых работников берем. Мы вот тоже посевные площади сеем, мы каждый год посевные площади тоже наращиваем. И также мы по тем же по животноводству, что мы овец держим, тоже маточь поголовье наращиваем, и что крыс тоже так же. Мы стараемся каждый год там хотя бы по 150, по 200 себе оставлять маточь поголовье, чтобы маточь поголовье наращивать. А так целый день беготне, одни проблемы. Приезжаешь, то здесь, то там, то в Ивановку есть, то здесь. Ну, быть фермером – это тяжелая работа, тяжелый труд. Не каждый на это фермерство пойдет, но я думаю, в конечном итоге, я, конечно, такой прибыли еще от этого сельского хозяйства не получал, потому что мы маточь поголовье все время повышаем, это поднимаем, все увеличиваем. Я думаю, в конечном итоге лет через 4-5 мы начнем хорошую прибыль получать. А пока у нас прибыли нет, но все равно нам, чем молодым людям, я вот хочу посоветовать, чем в городе жить, там 15-20 тысяч зарплат получают, квартплаты платят, там проезд, то есть лучше приехать и сельским хозяйством заняться. Хотя бы голов 10 купил, занимайся сельским хозяйством, ты в конечном итоге все равно результат получишь. Наш девиз – не сдаваться, ни шагу назад, только идти вперед и вперед.